Новое радио. Ladies and gentlemen, встречайте самое уникальное и неподражаемо неповторимое шоу «Девчат» на Новом. Ой, я прям обожаю на Who Run the World микрофоны наши включать. И такая, я диджеем себя чувствую. Всем привет еще раз, друзья. Это волна 95.5 FM. Шоу «Девчат», как и обещали. В гостях у нас сегодня Багора Рузиева. Она уже здесь. Я вообще думала, что девочки постоянно опаздывают, но у нас который раз уже девушки приходят и не опаздывают вовремя за 15, за 10 минут. Так что вот, мы рушим здесь мифы. Как дела, Багора? Всем салам алейкум, спасибо, все отлично. Ты уже второй раз у нас. Да. Ну, место не запомнила, да? Нет. Почему? Я пока плохо запоминаю Таджикистан. Ты когда приехала? Я дня 4 назад. 4 дня назад. И когда улетишь обратно? Через месяц где-то. Через месяц. Вот ты приехала, мы сразу тебя как в тот раз, да? Сразу поймали. Багора, давай к нам в гости. Как дела? Зачем приехала? Все прекрасно. Ну, то есть... Как дела? Зачем приехала? Что за допрос со стороны Гандины? Еще какой-то проект, я имею в виду, может, у вас есть? Нет, просто отдохнуть в этот раз с семьей уже. Не с командой, мы в тот раз с командой же прилетали, а в этот раз отдельной семьей прилетела. Мне в тот раз очень понравилось. Пойду еще раз. Люди отдыхать приезжают в Таджикистан. Понимаете? Да, почему бы и нет? Гандина бошад, вот, дар Таджикистан истират намекунад. Я вообще... Это не из-за того, что у нас тут негде отдыхать. Это из-за того, что у меня времени нет, к сожалению. Это да. Значит, с семьей ты сюда приехала, да? Сколько вас в семье? 3 девочек. О, классно. Ты самая Прям старшая? как шоу «Девчат», Нет, да? младшая. Прям как шоу «Девчат». Да, Багора, надо было их всех сюда принести сегодня. Ойлави дар Москва зиндаги мекунад, ёки онҳо дар инҷо ҳамаатона? Можно на русском, можно на Не, русском. тоҷики қадиман дар роликҳои Баҳораро вақте нигоҳ мекунем, бо тоҷики хеле ширин гап Ойлави мезанад. дар Россия зиндагӣ мекунем, дар Москва, а Медеким дар Москва калон шудагем. Фаҳмо. Ты вот ждала этого момента, да, чтобы ей было неловко. Ман аллакай подписаться ҳастам дар Баҳора, нигоҳ мекунам, мебинам ки бо тоҷики хеле хушро ҳарф мезананд. Дирӯз вақте ки рилс партофта буданд ҳамроҳи Илҳом, ҳамаашо бо тоҷики гап мезанӣ, бисёри вақт бо тоҷики гап мезананд. Да, мы стараемся мекнем, ки бо тоҷики гап зану, чтобы уже без акцент гап зану. Вот, хочу без акцента, короче, разговаривать. Короче, я хочу я, смотрите, девочки, Базара Джексон, хочу, чтобы у меня было. Но я думаю, что я пока буду тут находиться, со временем научусь, уже все хорошо буду знать. За месяц, да, надо было тебе, знаешь, какой рилс сделать? Этот первый день в Таджикистане. Салам чахалайсалам, да. Як Мондар, Таджикистан. Мақсад я мужчина дар Таджикистан, Да, мақсад. Максад, любимое слово всех. А я проверила твою страницу, у тебя уже 247 тысяч подписчиков, да? Да. Честно скажи, вот без гивов, без ничего? Нет, я сама даже делала гиф. Ага. Я делаю гиф, у нас у блогеров сотрудничаем. Так. Я когда делаю гиф, я их добавляю, когда они делают, они То есть ты меня организатор, добавляют. что ли? Ты организатор гивов, получается, или Нет, как? я имею в виду, что я была со в своей одном страницы. гиве Ага. спонсором только, и они у меня тоже были. А, кстати, скоро еще какой-то гиф намечается, да? Там несколько спонсоров, именно блогеры. Не знаю, я в такие не участвую, где много блогеров, я только одна делаю. Если Потому насчет что гива. мне, вот если честно, отправляли на страницу одну. Я же говорила про то, что у меня есть бизнес, интернет-магазин. В общем, мне отправили туда заявку и сказали, что скоро будет гиф. Оказывается, вот все блогеры собрались в кучку, и они будут постоянно там, типа, либо в сторисах отмечать тебя, либо в публикациях. И вот в списке была, кстати, ты тоже. была? Твоя фотография там была. ба ман изравон кардан, вале гиви Сафинаҷон буд. Дар бораи ҳама блогерҳо набуд. Шояд дигар гив бошад. Нет, именно она там была. Просто это я к тому, что возможно ли вас как-то обмануть, провернуть это так, чтобы вот, типа, ваше имя взять туда, в список, то есть туда внести, а потом деньги у людей взять, и они такие, все, пропали. Такое тоже бывает, кстати, обманывают. Но у меня пару раз было такое, что недопонимание такая, говорила, типа, почему там моя фотка? Хотя я не делаю гив, потому что гивы я провожу только лично сама. Потому что, люди же доверяют, спонсора и так далее. В итоге
если ничего им не дадут, вы такие, Бахора, дурухчия. А выигрывали обычные люди или как? У меня в Киеве? Да. Да, у меня выиграла одна женщина, она беременна была, либо у нее ребенок был, так я особо она не ожидала. Не поняла. Вот. И 2 пацана выиграли. Один из них студент был, он такой, не ожидал. Но я разыгрывала 150 тысяч. 150 тысяч рублей. Да, 3 людям по 50 тысяч дала. И вроде обрадовала людей. Ну, это хорошо. Вот знаете что? Вот тоже махинация, да, у них есть. Они такие, мы разыгрываем 150 тысяч. И потом выясняется, что эти 150 тысяч рублей они делят на 10 людей. Там, вам сегодня вот 1000 рублей, вот ты победил. Так, давай, Ганджина, не будем говорить то, как блогеры обманывают, потому что это как минимум неправильно. Нет, это не обман. Это я к тому, что есть просто люди, которые не понимают до конца смысл гива, потому что очень много людей, которые под комментариями, именно когда они вот разыгрывают что-то, пишут «Эй, хамаш друг, хамаш». Да, согласна, но это же в целом маркетинговый ход. У тебя не будет подписчиков, они не заметят, если там будет, например, ты выиграешь 2000 рублей, такие 2000 рублей нет. А когда 150 тысяч, то, конечно же, на это реагируют. Поэтому это правильный маркетинговый ход. وقتی با گنجینه در یک دانشگاه درس می‌خوندیم هر روز درباره زگالو گپ می‌زدن درباره سر خط گپ می‌زدن گنجینه ну да. Ну, Ганджина как журналист, поэтому она... Я вот должна все вот поковырять. Кстати, Бахора, еще раз добро пожаловать. К нам рады вас видеть. Да, кстати, следим, да, за вашей страницей, все знаем. Вы приехали на 4 дня, уже успели снять и ролики. Кстати, вот насчет того, что мы отдыхаем и не успеваем, потому что ранее уже обсуждали тему блогинга с Шуирой Пулатовой и тоже сказали о том, что блогинг — это профессия, и ей нужно уделять определенное время, жертвовать чем-то, постоянно быть на связи с подписчиками. Вот сколько у вас времени уходит на социальные сети для создания контента? Вот вы тратите прям 6-7 часов или как это у вас бывает? Один день. Подожди, каждый день по одному дню или как? Нет, например, вот мы выкладываешь. один день видимся, я беру пару одежд с собой, и человек, который со мной снимается, тоже берет пару. Вот мы в тот раз встретились с утра, и прям до 10 вечера где-то на съемке были, и мы сняли 4 ролика. Да, вот так и сидели, делают. думали. А если этот ролик еще прям такой жизненный, чтобы там было где-то 3 минуты, то иногда бывает такое, что один день уходит только на одно видео. Если локаций там много, актеров много и так далее, то уходит еще. И рилсы, они более легче снимаются, нежели такие много ролики. просмотров я посмотрела, там каждый вот последний уже рилс, там 200 тысяч просмотров, по 200 тысяч с чем-то. Да, и комментарии, там, да, вовлеченность очень хорошая на странице у Бахоры, поэтому, если что, дорогие наши слушатели, пока она здесь, вы можете взять у нее рекламу. Да, реклама, покупать. Кстати, насчет этого, дорого стоит реклама у Бахоры на странице? Нет. Нет? Очень доступная цена. Очень доступные цены, да? Вы берете в расчет, да, целевую аудиторию, что они не могут себе позволить, да? А у тебя есть еще отдельная страница для вот рекламщиков? То есть реклама, они же как блогеры создают еще одну рекламу? Я в команде Бабаянс Продакшн, у нас Бабаянс Пиар есть, где у нас там несколько менеджеров есть, они отвечают за нашу рекламу. У нас 6 блогеров, 5 блогеров. А цену у вас, наверное, вот с Азиком, да, постоянно вы снимаете чаще всего? И еще... Черещ. Да. С Черещ тоже. Цены у вас отличаются, наверное. Да, у всех разные. По просмотрам, по активности все судится. И вот честно скажи, кто самый активный среди вас? Самый активный? Ну, если честно, сейчас мы все идем ровно прям. Вот. Потому что Бабаянс, он прям ко всем одинаково относится, кстати, да, все дети Бабаянс пашу нашего времени, таджикского рынка, я бы сказала, он собрал. Поэтому вот вчера ждали, когда Ильхом ответит нам на вопрос, будет ли у нас в гостях Бахора. Она такая, она должна поговорить с этим. Я такая, подождите, она в Black Star? Где она? Почему она не может сказать? Нет, мы просто работаем по контракту. Да. Поэтому... Это классно. Кстати, мне нравится, что есть один человек, и ты можешь к нему обратиться, и он может сказать, например, цену. Просто, к сожалению, сейчас такое время, что людям доверять нельзя. Да ладно, шучу. Не, это так и есть. Поэтому лучше делать контракт, потому что бывает такое, что человека продвигаешь, а он на следующий день берет и уходит. Да. Такой, а я что, зря старался? Да. Поэтому и у нас вот сделали контракт. 2 года, да, кажется, у вас контракт? И сколько у тебя осталось там времени? Ну, я вот уже год работаю с Бабаянс Продакшн. А возможно ли вообще потом в дальнейшем с ними продвинуть как-то еще?
продолжить этот контракт. Конечно. Там, короче, когда срок проходит, Продлить, да. то тогда можно продлевать, либо отказываться. А вот есть ребята, которые очень сильно активны в социальных сетях, в том же ТикТоке, да, в этой платформе, и они бы, например, хотят вот снять видео с вами, быть частью вашей команды. А по каким критериям выбирают людей, которые могут быть в составе? Талант, типа актерская игра. Мы сейчас набираем начинающих блогеров, хотя бы, чтобы у них было 15 тысяч, 20 тысяч. И главное, чтобы они были активные, такие, как сказать... Ну, то есть, чтобы инициатива у нас была, да? Да, у них, чтобы точнее, желание у них блогеров. было. Желание больше от таланта, чтобы желание больше, типа, тогда у нас соглашаются продвигать. А И заключают контент тоже смотрите? Какой контент снимает блогер, да? Или это тоже важно, да? Чтобы не было... У нас там есть критерии, которые нельзя. Ну, там пошло, вот это все, например. А это правильно, кстати, я это поддерживаю, потому что считаю, что пора бы это все убрать из социальных сетей и более таким... Пошлый контент или людей каких-то экстравагантных? Я не поняла. Пошлый контент. Непонятный, никому не нужный, я бы сказала, даже и не смешной, и не образовывающий, если разделять на контент, а просто снимают фиг пойми что, простит меня Господи, и при этом это выкладывают. И простит тебя радио сейчас. Прикинь, мы в 11 выпуск такие, а, к сожалению, мы ее вот без убрали купона. после выпуска. Не-не-не, после если выпуска. бы тебя... Подожди, если бы нас убирали, то убрали бы в первую очередь Фариду. Кстати, За то, что она постоянно лезет. Омар. Давайте мы чуть отошли от темы. Кстати, насчет... Да, если меня не будет, скажите, что она улетела из Бахуру, и теперь она является частью нового думаем, продукта. что она тут столько вопросов тебе задает. А какие блогеры нужны? А там был нужно снять что-нибудь с Бахорой. Девочки меня поймут, когда у тебя укладка не ложится так, как тебе хочется, ты со злости так, я пойду в КФК Так у сегодня. парней же тоже так оказывается. Да, разве? Да. Поверь, я тоже об этом узнала недавно. ҳастан бачаҳое ки мӯйҳои зиёд доранд. Аз мо духтаро карда мӯҳояшон зиёд аст, прическаи худро беҳад аҳамият метиҳанд. Ҳамоно низ ман дирӯз фаҳмидам ки кепка қатӣ мегаштанд вақте ки прическа намефурадашон, вақте ки шамол мӯяшонро вайрон мекардааст. Не знакома с такими парнями, но буду учитывать. То ли у меня в основном лысые в окружении, то ли люди, которым вообще без разницы, как у них ложится прическа. Мы тебя принимаем такой, какая ты есть. Спасибо. Благодарю. Я Но кепку не снимай сейчас. Кепку не сниму, даже если появится Филипп Киркоров и попросит об этом. Нет. Ребят, это шоу «Девчат». В гостях у нас Багора Рузиева. И у нас много-много-много вопросов. Когда я сегодня поделилась публикацией о том, что в гостях у нас будешь именно ты, сразу наплыли вопросы. Во-первых, первый вопрос. Почему Азик уже не с вами? Он не с вами уже? Не в Бабаянц? Да, он уже не у нас в команде. Я основную причину, почему он у нас в команде, особо не знаю, если честно, но, к сожалению, мы уже больше не работаем. К сожалению, да? Да, привыкли уже. И еще вот, извини, я тебя перебила. Нет, я привыкла. Главное, не включай рекламу. Я хотела спросить, когда кто-то уходит из вашего стафа, вы как в Blackstar отнимаете у него имя, страницу, все остальное? Нет, да? Нет. Ну, почему-то... Если это имя было до нашего... до контракта, то нет. Окей. Агар баъди контракт бошад, ҳамаша мегиред, да? Да, если так прям по правилам следовать, то да. И просто у нас из-за того, что хорошие отношения слишком были с Акайдой Лерой, именно у старых, которые блогеры, которые сотрудничают, поэтому не прям строго он судит. Насчет вот имени, насчет по контракту, если все судить, то нам надо много чего делать на самом деле. Но вообще, насчет того, что когда человек ушел. Вообще, если так смотреть, то хорошие отношения иногда тоже плохо, именно в работе, потому что иногда, как тебе сказать, ты не можешь высказаться в грубой форме, человек не можешь сказать, действительно, вот ты не сделал это, то все, боишься как-то задеть человека. И вот насчет Blackstar тоже Тимати, да, у них же у всех тоже, у ребят, в принципе, были хорошие отношения. Но, однако, он... Это не помешало оставить Элвана без имени и без песен. И еще Мод нормально, да, с Мотом у них? Да, Егор Кридом тоже. Но Кристина Си. Да. Вот у них тоже имя добрали.
Ну, там уже, наверное, личные какие-то... Нет, я согласна с тем, что у нас, например, на рынке сфера вот договора и всего остального не такая ужесточенная. И как, просто, да, как, например, в той же России или же на Западе. Поэтому сейчас, если человек, у вас хорошие отношения, ты говоришь, я уйду в сольное плавание, а человек же не может сказать тебе испортить, например, столько лет работы с тобой и отношений, которые может да. У нас нет такого, как, например, жестко сказать, все, ты уходишь, ты остаешься без имени, ты выплачиваешь мне штраф и все остальное. Вот слегка мягкотелые мы. ولی خوبان من فکر میکنم که از دیگر جهت اگر فکر کنیم باید همون سختگیری باشد از جانب رئیس، شاید از جانب همون ارگانیزاتور، برای که آدم مهنت میکند، آدم کار میکند و در یک لحظه یگان چیزی فایده آور رو دیدن، دست کشیدن از اون چیزی که اونقدر وقت مهنت کرده، نیز ناحرمتی است نسبت همون جای کار، ناحرمتی است نسبت همون директор, همون. Согласна. Вот хочу вот об этом спросить у Бахоры. У вас бывает такое, что вы ощущаете, что кто-то в команде слегка зазвездился? Он изменился, бывает? Потому что... Когда такое бывает, у нас бывает собрание, и мы на собрании говорим «Хыты-хтарабалан-нака». Сразу на место сажают человека. И Хэна просто... Мы стараемся говорить все в лицо, чтобы Хэна больше «Ой, я вас так сильно люблю», а потом он ушел и за спиной говорит «Эй, хыт-шабалан, грифтестай», зазвездился туда-сюда. У нас не так, у нас больше в лицо говорим. А сколько у вас людей в команде? Сейчас людей в команде. Я как прилетела, у нас, оказывается, еще и новых блогеров набрали. Когда я прилетала, там у нас приходили новые блогеры, набирали пока что. А сейчас там штук 5 уже взяли вроде, или 3-4. Девочек или мальчиков? Нет, там одна парочка. Они вроде... Парочка у нас, что ли, здесь, в Таджикистане? Они таджики в Москве живут. Понятно. Точнее, он сам таджик, его жена армянка, они вот год назад поженились, но они тоже ведут блог и так далее, они присоединились к нам в команду. Классно. Еще один блогер из Таджикистана, он приехал к нам, я его имя... Умет Таджван, знаете, нет? Тоже таджикский блогер, он тоже к нам присоединился. Вот, еще начинающие блогеры. То есть обязательно, чтобы эти люди были именно с таджикской аудиторией, да, для вас? Еще один критерий, наверное. Нет, не особо важно. Не особо важно? Нет. Но у вас, по-моему, все просто мы считаем, что русским с нами будет некомфортно работать. Вот когда мы к вам в тот раз приходили, если помните, то мы рассказывали про то, что у нас есть одна девочка, Маша ее зовут, она русская. Вот она к нам присоединилась, пробное время у нее было, она работала, и уже некомфортно было, потому что мы все говорим на таджикском. И только из-за этого, что ли? Им некомфортно с нами работать, мы считаем. И плюс, наверное, контент. Это же тоже имеет значение. У нас большое. у всех, контент такой таджикский, а на русское... Окей, хорошо. А вот идеи у кого зарождаются? Вы сами предлагаете что-то или вам вот сверху говорят, вот надо сделать это, снять такой контент? Идеи сами придумываем. А если у нас уже идей нет, ничего и так далее, то мы обращаемся, за помощью, такие пишем в группу, нужна помощь, давайте все вместе что-нибудь придумаем. То есть это командная работа? В любом случае, командная работа. Да, у нас чаще всего командная работа, поэтому мы и в команде. Это классно. Я посмотрела все ролики, они прям четко у них сняты, да? На что вы снимаете? Мы всегда на камеру стараемся снимать. На камеру. Это не айфоны, да? Нет таких, наверное, уже сейчас смартфонов, чтобы прям четко снимали. صفتش بهت نغز است. من از وقتی نگاه میکنم فقط همین رو اهمیت میدم که صفتش در Не сложно сейчас вообще в Таджикистан приезжать? Там, наверное, уже здесь много же, больше, наверное, фанатов, чем в Москве. Сразу узнают тебя. На самом деле, с одной стороны, это очень приятно, а с другой стороны, думаешь, интересно, я так выгляжу или не так? Чтобы не было такого, вдруг она на фотках не такая, а в жизни не такая. Я всегда еще до этого смущаюсь, такая думаю. Но мне чаще всего говорят, что, жизнь-то другая? Нет, мне иногда говорят, что ты в жизни какая-то пухленькая, иногда говорят, ты в жизни, оказывается, худее, такая... Зачем это говорить? Это называется, да. Отсутствие чего? Отсутствие такта это называется. Зачем девушке говорить, а в жизни тут
вообще другая. И есть люди, которые такие просто останавливаются на этом, типа, а в жизни ты совсем другая. И ты не знаешь, какая. Красивая, некрасивая, говорите уже ганҷина как есть. бисёр ҳолатҳое мешавад ки ҳастанд одамоне ки беҳад фарқи калон доранд аз одами дар инстаграм ва аз одаме ки дар асл вомехӯрӣ ва албатта як шок мешавӣ ва дар он ҳолат дигар намедонӣ чӣ бигӯӣ. Девочки, я такая же, как на фото? Фақат як гап дар ёд меояд, дар асл дигар будаи, тамоман дигар. Это вот в прошлый раз же мы обсуждали насчет того, что использование фильтров, фейстюнов, всего остального, да, это очень сильно, наверное, изменяется. Но у Бахоры же в основном контент идет в ТикТоке, да? Да. Больше тиктокер у нас сегодня Но, в к гостях. сожалению, что в России недоступен ТикТок, поэтому пока что только Инстаграм. Столкнулись со сложностями. Маточек, что мы сразу ТикТок, дровно видео патов. Но все равно очень обидно, что активность у меня была очень хорошая, когда у меня видео залетело. В ТикТоке, да? Да, на 40 миллионов залетело Это видео ла-ла-ла-ли-ла-ла-ла. Да. А ну покажи, как танцует. Давай лучше ты покажи. Не, давай лучше ты. Потом Бахора исправит тебя. Я помню уже. Потому что, насколько я помню, это видео набрало просмотров больше, чем сам автор этой песни, да? Да. Потом эта девочка мне предложила снять видео, она мне подписалась. Мы с ней общаемся, она очень хорошая девочка. И ждем вот встречу. К сожалению, пока не получается нам видеться, так как либо она прилетает в Москву, я улетаю, либо я прилетаю, она улетает по концертам. То есть ты постоянно на разъездах, да, получается? Нет, чаще не постоянно, всего... это последние 3 месяца почему-то. Чаще всего только вот Москва-Таджикистан Москва-Таджикистан рейс, получается, да? А где больше всего вайнов снимаете? Ну вот видеороликов. Где снимаем? Да, в Таджикистане больше у вас или в Москве? Нет, в Москве. Это мы даже в Таджикистане особо не снимали в тот раз тоже. А у вас нет там ТикТок-хаус, ТикТок-дома, где все блогеры собираются, живут вместе? Нет такого у вас? Эта тема уже не актуальна на самом деле. Серьезно? Вот Но тебе как сказала. я знаю, баъд аз маҳкам кардан инстаграм аллакай как я знаю, до того, как я была в команде, они создавали хаус вроде Азик, Шон, Дарик, Шон, Акай Далешон, что-то создавали. А сейчас уже эта тема на самом деле не актуальна. Лучше всего пусть у всех будет личное пространство, какие-то границы, отдельные дома. А еще наши не так понимают, если вместе жить. А, кстати, да, об этом я забыла. Почему-то постоянно забываю про нашу ментальность, про наш менталитет. Есть такое немножко. То же самое, наши таджики же пробовали тут создавать хаус, и их выгнали. Да, у нас Как это выгнали, кого выгнали? Нельзя. барои маҳз блогерони рус ҳаст дар Москва-Сити. Я вот... ҳама як ҷоя зиндагӣ мекунанд. Да, ну, как бы, опять же, да, дело в менталитете, во всем остальном. Я вот хочу узнать у Бахоры еще насчет того, кто ей нравится вообще из блогеров таджикских. За кем ты следишь, может быть, кто-то кроме тебя себя. вдохновит. Я единственная мотивация меня самой. видео худама нигоҳ Нет, мекунам на самом фақат. деле, если честно, я особо не смотрю таджикских блогеров. Тамоман. Я только смотрю своих друзей, на которых я подписана, и они на меня. А в основном я смотрю русских блогеров. киро нигоҳ мекунед? Карина Кросс, она мне очень Карина Кросс, нравится. да. Также мне нравится Дина Саева. Ну, это наша, да? Это же наша. Это Бахора наша. аллакай Наша, Дина. когда вот уже она достигла таких прям высот, Да, и мы все такие. начали, это же ты наша, ты наша родная. Хайли, Но всю жизнь. сейчас, хотя она особо контент не делает, но все равно. Ну, уже имидж есть. Уже зачем ей? У нее уже Конечно, есть. если бы меня тоже позвали на показ Прада, я бы такая, все, уровень достигнут. Я могу отдохнуть, я могу себе это позволить, в отличие от других. Действительно. Да. Получается, вообще в целом первым человеком, тиктокером была Дина Саева? Да. Бали, бали. Да, Это вот снимать ролики и открывать рты, да? там? Липсинки. да, липстинг. Липсинки называют. Да. Липсинг? Да. Липсинг. Синг. Липсинг. А, сингинг. Да, Да. А, петь. Нет, липсингинг. Липсинг. Изначально... Липсинку. шояд пурра липсингинг бошад ва шакли калта карда. Кутоҳаш Да. Липсинг. липсинг. Мы люди, которые в основном не сидят в ТикТоке, да? Что такое Что? Давай. Нет, Ну. на самом деле ТикТок очень хорошо, если еще в ТикТоке чаще всего бывают еще такие люди, у которых самооценка не особо, а с помощью ТикТока бывает такое, что залетает их видео, у них много фанатов становится, и самооценка поднимается. Тоже Да. помогает. Кстати, да. Вот социальные сети, классно, что отметили и сказали, что у кого-то самооценка повышается. Бывает такое, что из-за хейта, потому что чем больше подписчиков, тем больше хейта в адрес человека. Да. Потому что плюс наши же любят говорить, тебе не стыдно. Еще когда ты дома, таджик
Русская блогерша. Кстати, да, вот как ты реагируешь на вот этот хейт, и вот что ты посоветуешь людям, которые начинают и с этим, наверное, сталкиваются, и для них это дискомфортно, когда какой-то левый человек тебе пишет оскорбление, адекватный человек скажет, ну, окей, но это же бьет действительно. Ты думаешь, что-то не так, Первоначально, на самом деле, мне было очень обидно, потому что затрагивали родители. Я сидела, прям плакала, я даже удаляла все. Я очень много плакала, а потом как-то мне один мой знакомый, миллионник, дал совет. Он сказал: Бахора, слушай, если у тебя не будет хейта, то ты никогда не станешь популярной. И он сказал, что в этой жизни никогда никому не угодишь. Ты сделаешь все идеально, тебя все равно будут обсуждать. Да. Поэтому лучше не смотри комментарии. Кстати, был очень старый мем, я не знаю, вы помните, не помните, там мужичок старенький, и его жена старуха, и ишак, осел. Когда он поднимает и сажает жену на осел, они говорят: ходишь, Пёдоров, ты замуж бабушка. Когда сам садится, говорят: ходишь замуж монт. И потом что-то осла подняли, или что-то. В любом случае, капмен за нанохи. Поэтому, да, Поэтому я не читаю комментарии чаще всего. Правда, не читайте комментарии и не считайте с мнением людей, которые просто пишут, а сами ничего не делают. Но мне никогда не подходили, вот я в Таджикистане хожу столько, никогда не подошли, не сказали: мадам, ну как в комментариях, мадам махкал нести ты и хели ухели. Мне только хорошо. Бахураджон, вайо фахадас пушти экран. Точно. Мы подготовили для тебя мини-игру. Ты готова сыграть? Да, готова. Да, готова уже, смотри. Каждый наш гость такой бодрись, Бахора, потому что игра очень легкая. Это небольшая викторина, которую мы в целом всегда проводим, да, с нашими гостями. Да. И вопросы будут не только Бахоре, девочки тоже могут отвечать. Кстати, они редко когда отвечают, поэтому я надеюсь только на тебя. Так что давай жги. Смотри, первый вопрос. Из какого фильма «Прекрасный принц»? Варианты: «Золушка», «Русалочка», «Спящая красавица», «Мулан». Золушка? Это правильный ответ. Это единственный принц, у которого не было, кстати, имени. Его так и называли. Просто принц. Прекрасный принц. Это как «Великолепный век» Султан Сулейман. Это же в честь него, типа, «Великолепный султан». Так, дальше. Дальше. Кто знает песню «Baby, baby, baby, oh»? Все же знают, да. А теперь скажите, из какой страны родом Джастин Бибер? Канада, США, Франция, Англия. США, нет? Давайте, ответ. США. Канада. Что Канада? Всегда слушай свое сердце. Дальше. В каком сиквеле какого праздничного фильма снялся Дональд Трамп? Вариант: «Один дома», «Один дома 2», «Затерянный в Нью-Йорке», «Ричи Рич» и «Маленькие негодяи». «Один дома 2»? Да. Помните, да? Все же помнят эту сцену, когда он выходит под конец, и там Дональд Трамп. Да. Так, еще один вопрос. Какой герой мультфильма живет в ананасе под водой? Камбала, это все знают, Немо, Рик и Морти, Губка Боб, Квадратные штаны. Кто живет на дне океана? Спанч Боб Сквэрпэнс! Да, он живет у нас в ананасе. Бахора такая от микрофона немножко далеко и такая: Губка Боб? Губка Боб? Это Губка Боб. Следующий вопрос, он связан с литературой. В каком известном романе фигурировали Джо, Мэг, Бет и Эми Марч? Кстати, этот фильм в прошлом году он вышел в экраны также. Там играют очень известные актеры, такие как Эмма Уотсон, которая играла в «Гарри Поттере». Она играет одного из персонажей. Играет Тимоти Шаламе. Также там играла еще Сырша, очень классная актриса. Я на этот вопрос ответ знаю. Жду от вас. Или мне уже сразу говорить? Нет, не знаете? Я просто не знаю. Окей. Это персонаж Мэг, Бет и Эми Марч были основаны на сестрах автора «Маленькие женщины» Луизы. Окей. Так, легкий вопрос. То, что нам не хватает всегда. Какая страна производит больше всего кофе в мире? Колумбия, Индонезия, Бразилия, Вьетнам. Фарида, может, ты подключишься к игре? В какой стране? Бразилия? Бразилия. Бразилия? Сказали Бразилия, да? Да, Бразилия. Вы сказали. Еще вопрос? Этот вопрос лично от меня, потому что, когда я начала носить очки, все думали, что я просто притворяюсь, что у меня проблемы со зрением, так как я была помешана на мире Джоан Роулинга и именно произведении Гарри Поттера. Как называется 4 факультета Хогвартса? Гриффиндор,
Пуффендуй, Коктевран, Слизерин. Второй вариант Гриффин, Ворон, Слон и Змея. Еще один вариант Север, Восток, Запад и Юг. Красный, синий, зеленый, оранжевый. Что ты так смеешься? Знаешь ответ? Нет. Багора? Я тоже не знаю. Ман то саволам аз ёдам рафт, Сразу вариантам видно, аз ёдам рафт. О, мое сердце сейчас лопнет. Как так можно, да? Это 4 факультета Хогвартса. Это Гриффиндор, Гриффиндор. Пуффендуй, Коктевран и Слизерин. Слизерин. Да. Надо посмотреть вам Гарри Поттера обязательно. Да. Лавай. Еще один вопрос, это для... мы же здесь были, когда Дидо у нас была в гостях. Ага. Сейчас ответьте, пожалуйста, какой вкус у куантро? Базилика, лимона, ванили, апельсина? Это фрукт. Ой, если это фрукт, значит апельсин. Потому что остальные это просто Лимон, травы. жена Ты мешает. хороша сегодня. Нет. Ты жжешь. Ману Десятый Багора выпуск. Хозимеравим. 10-й Багора выпуск. Джоймулис. Смотрим, сейчас их нет уже. Последний прикинь. вопрос. Как называется колокол часов Вестминстерского дворца в Лондоне? Биг Бен, О, да. броненосец, калабаш, мумия. Биг Бен. Ответ правильный. Фарида, спасибо большое, что подключилась к концу игры и помогла. Спасибо большое, девочки. Спасибо большое, слушатели, Ман что... будам кадом саволро ҳеҷ кас намедонад ки ҷавоб диҳам. Понятно. Это вот когда в тесте из 100% вопросов тебе вот попался именно один, на который ты знаешь ответ, такой, мой час настал. Фарида, ты хороша, если честно. Ты хороша. Друзья, времени у нас, к сожалению, уже мало. Я не люблю прощаться, честно. Вот никогда не прощайтесь с людьми. Ну вот в тот раз мы попрощались с Фирми Багорой. дар ёдам омад. Кабиал вида накехна. Да. Никогда не говори прощай. Нахи лаху нахи. Как вам такое? Вообще жесть. Никогда не говори никогда. Талантҳои баҷои ганҷи. Это Да. да. В гостях у нас сегодня была Багора. Спасибо тебе большое, Спасибо, Багора, за то, что пригласили. пришла Очень к нам. приятно было познакомиться. Спасибо, надеюсь. Это не первый раз. Да, и уже. не последний. И не последний, я надеюсь. Мы будем ловить Бахору каждый раз, когда она будет прилетать в Таджикистан. И первым делом мы такие, Аллакай дафай все. дигар блогер, тиктокер, миллионник не аллакай да инстаграма миллион. А вот и подарочки для Кстати, напомню о том, что нашего генеральным гостя. спонсором шоу «Девчат» является Ян Косметикс. У них классная уходовая косметика, поэтому, ребята, обращайтесь. Вот Багоре повезло. Сегодня она уйдет домой не с пустыми руками. Багора, это тебе Зеби Гулдори. Свети всегда. Зеби Гулдори. Оставайся красивой. Девочки, ну что ж, попрощаемся. Это был наш 10-й выпуск. Всем пока. Всем Ждите нас спасибо. в четверг. Новое радио.